Скоро мы будем наравне с Северной Кореей. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как в Таджикистане военнослужащего осудили на 7 лет просто за выражение недовольства политикой властей. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Военный суд Душанбинского гарнизона приговорил военнослужащего воинской части Главного управления исполнения уголовных наказаний Таджикистана Абдусатора Мирзоева к 7 годам лишения свободы за выражение недовольства политикой властей. Пресс-центр Генеральной прокуратуры Таджикистана 28 июля сообщил, что приговор в отношении зав. Складом связи воинской части Таджикистана был вынесен 5 мая 2021 года. В сообщении говорится, что военнослужащий был сторонником запрещенной в стране партии Исламского возрождения Таджикистана и находился в контакте с главным редактором веб-сайта Исламской партии «Реформа» Мухаммадикболи Садреддином и активистом ПИФТ Хусейном Ашуровым. Комментариев по поводу приговора от адвоката Абдусатора Мирзоева не последовало. Источник в военном суде сообщил, что Мирзоев был обеспечен адвокатом. Пока неизвестно, в каких условиях прошел судебный процесс и признал ли обвиняемый свою вину. Источник в военном суде 29 июля сообщил, что на Абдусатора Мирзоева завели дело в середине апреля на основании заявлений сослуживцев и материалов из сети интернет. Пресс-центр Генпрокуратуры Таджикистана 29 июля сообщил, что зав. Складом воинской части Абдусатор Мирзоев в течение 1 года вечерами после ухода сослуживцев связывался по телефону и мессенджерам с главредом ИСЛОХ Мухаммадикболи Садреддином и активистом Исламской партии Хусейном Ашуровым и выражал недовольство политикой властей Таджикистана. В ходе этих разговоров шла речь о предстоящей революции и насильственном свержении конституционного строя в Таджикистане. Мирзоеву было поручено в случае бунта заключенных отключить электричество и средства связи, отмечает Генпрокуратура Республики Таджикистан. Подтвердить или опровергнуть это заявление не представляется возможным. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Главред портала ИСЛОХ Мухаммадикболи Садреддин в беседе заявил, что никогда не беседовал с Абдусатором Мирзоевым. О том, что он якобы по вечерам обсуждал со мной политические вопросы, я узнал из сайта Генпрокуратуры, отметил он. Хусейн Ашуров также отрицал свое членство в ПИФТ, заявив, что является сторонником движения Группа 24. Абдусатора Мирзоева я не знаю, с этим человеком никогда никаких разговоров не вел, заявил Ашуров. Верховный суд Таджикистана объявил ПИФТ террористической экстремистской организацией. Руководство партии категорически отрицает свою причастность к терроризму и считает обвинение политически мотивированным. Лидер ПИФТ Мухиддин Кабири, который находится в одной из европейских стран, заявляет о двояком толковании законов таджикскими властями. Во время онлайн-беседы мне часто приходится поговорить с чиновниками госучреждений и местных хукуматов. Они не скрывают ни имени, ни занимаемую должность. Я у них спрашиваю, вас за это не преследуют? Нет, отвечают они. А здесь человека, который неизвестно что сказал и когда сказал, отправили за решетку на целых 7 лет, отметил Кабири. В Таджикистане с начала года за связи с запрещенными в стране партиями и движениями были арестованы несколько человек. По официальным данным, за первые 6 месяцев этого года 5 жителей Куляба были осуждены на сроки от 5 до 8 лет по обвинению в сотрудничестве с запрещенной в стране организацией ПИФТ. 2 недели назад имам Кулябской мечети Нанвои Пойон Махмад Содик Саидов был осужден к 5 годам лишения свободы за сотрудничество с запрещенной организацией. Сотрудники госбезопасности Таджикистана 28 марта текущего года задержали 28-летнего хатиба по обвинению в том, что он передал информацию сайту ИСЛОХ. Текст проповеди, который Комитет религии подготовил для произнесения с минбаров имам хатибами. 43-летнему Мухаммадикболи Садреддину предоставлено политическое убежище в одной из европейских стран. В 2016 году он основал веб-сайт ИСЛОХ «Реформа». Веб-сайт первое время освещал в основном религиозные темы, а потом переключился на острые политические темы Таджикистана и коррупции в высших эшелонах власти этой страны. Пресс-центр Генпрокуратуры Таджикистана 15 октября 2020 года сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве в отношении Мухаммадикболи Садреддина. Там утверждают, что оппозиционный журналист присвоил денежные средства 3 граждан Таджикистана на сумму 430 тысяч. Журналист назвал обвинение беспочвенным и политически мотивированным. Как вы относитесь к такой ситуации в стране? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!